Tadimidimi, tadimidimi, yaşarga da yaşarga. Gımerler tik birbiriyle, güllep kirek yaşarga. Очень красивая песня. Но хит, это ваш хит, и эта песня, можно сказать, что визитная карточка сейчас, да? Да. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами готовит одна из самых популярных семейных пар татарского шоу-бизнеса. Они, кстати, были у нас уже 4 года назад, но уверен, сегодня они принесли очередной интересный и вкусный рецепт. Встречаем обладателя премии «Алтын Барс», обладатель премии «Болгар Радиуса». Встречаем Алсу Азат Фазлыев, Лариса Мсис. Салям. Вновь вы у нас на татарской кухне, Исәнмесез. Азат, чувствую, что это твой подарок, да? Да. От нас. Бигзур Ахмед, обязательно попробуй его в конце нашей программы. Азат и Алсу Фазлыевы. Азат Фазлыев – певец. Родился в Атнинском районе, в деревне Кушар. С юного возраста участвовал во многих конкурсах. Сандугаш Кырдык-Илья, Созвездие Йолдызлык, Ватан и других. В 2010 году певец стал лауреатом Татармуна. В этом же году стал лауреатом фестиваля имени Рашида Вагапова, а в 2014 впервые стал победителем премии «Болгар Радиуса». Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, музыкальный факультет. Там он познакомился со своей будущей супругой Алсу Фазлыевой. Алсу Фазлыева – композитор, певица. Родилась в селе Кунунур Полтасинского района Татарстана. Закончила музыкальное отделение Арского педагогического колледжа и музыкальный факультет Казанского педагогического университета. Лауреат конкурсов «Созвездие», «Ягомлы Яс». Сейчас выступает со своим мужем. Дуэт стал неоднократным лауреатом конкурсов «Татаржера» и «Болгар Радиуса». Ребята, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем готовить? Мы сегодня будем готовить овощи в тесте. Тесто у нас лаваш, я так понимаю, будет готовый уже, да? Узикмек. Ну, можно дома приготовить самому. И у нас второе будет мясное. Это попозже. То есть два блюда, овощное и мясное. Да, Алсу, как всегда, она у нас главная, мы помощники. Давай, командуй. Настасья, что делать? Лук тебе. Так, ага. Я буду овощи резать. Расскажите, вот, Алсу, как глава семьи, я правильно обращаюсь к тебе же, да? Что у вас, что интересного произошло вот за эти практически 5 лет после нашей встречи на телевизоре? Много чего изменилось. Мы начали много гастролировать. Мы уже готовим свой первый альбом совместный. Был только альбом Азата. Будут новые песни. Пишем много хитов. Вы же, если не ошибаюсь, в прошлый раз кто-то из вас же сам сочинял стихи. Я. Вот, Алсу. То есть ты Музыку. продолжил это Нет, не творить, да? стихи, она... Музыку писал. да. Композитор. Я тоже сейчас. Да. И ты композитор стал. А вот он передает, заметьте, Да, композитор, почти композитор. Вот. А кто песню написал? Это семья Фазлыев, это уже композиторы. Но, ребят, как композиторов я вас отдельно, конечно, приглашу. Сегодня я пригласил вас как известных татарских вокалистов, поэтому давайте вот прямо в начале программы какую-нибудь веселую песню. Азат, Алсу. Tadimidimi, tadimidimi, yaşarga da yaşarga. Gımerler tik birbiriyle, kadrin kirek belirge. Of, tadimidimi, tadimidimi, yaşarga da yaşarga. Gımerler tik birbiriyle, güllep kirek yaşarga. Очень красивая песня. Но хит, это ваш хит, и эта песня, можно сказать, что визитная карточка сейчас, да? Правильно. Да. Кто написал песню? Владимир Федоров. Ну из Альметьевска. Из Альметьевска, Да, кстати, да. ему привет, мой близкий друг. Да. А слова Анна Попова. Ой, ну Анна Попова тоже наш близкий друг. Ну, у нас Володя много песен написал, конечно. Да. То есть, можно сказать, это ваш композитор, да? Да. Кугачиным Гулькаем, который Кугачиным Гулькаем. Потом еще у нас новая песня, вот Жиле Буранда Димим. Вот, вы заметили, как вообще в Татарстане живут вот русские татары вместе, да, в счастье? Да. Русские пишут песни для татар, да? Татары их с удовольствием поют. Что мы сейчас с этим будем делать? Мы сейчас будем тушить. Тушить, Да, да? включить. Так, включаем. Сковородочка, растительное масло. Обязательно. То есть и лук, и перец. Ты мало. Мало? Еще. Побольше? Желеме. Жаллама, это мы жаллама. Почти уфтанма. Почти уфтанма. Не, уфтанма уже трогать нельзя, понимаешь? Там уже Все. Это желеме. Там уже жаллама можно спеть. Так, давай, пусть нагреется немножко, да? Да, давай. Может, лук?
Туда, да? Сначала с лука начнем. А, сначала лук. Ага. У каждой семейной пары, да, вот есть какие-то, мне кажется, секреты. Вот один из секретов раскройте, как вы друг к другу обращаетесь? Я обращаюсь с матуром деп. Матуром, да? Ага. А казату? Азат, а как ты называешь Алсу? Это было ко мне, да? Ко мне, да? Жимешем, О, Жимишем. да, Алсуом, Энисе иногда. А вот я-то слышал Анисе сейчас. То есть Да. сразу. Это он редко говорит. Редко говорит? Редко, да. Что в семейной жизни может произошло интересного? Детей все так же двое. Детей все так же двое. Вот сколько сейчас им лет, скажи, пожалуйста? Младшему 4 года, старшему 9 лет. Старший уже учится во 2 классе, младший в садик начал Вот ходить. про старшего уже какие-то есть у него вокальные способности? Он у Жерлыба? нас танцор, У нас танцор, бьющий. да. Танцор? Да, Якшеви занимается бальным танцем. Мгм. То есть пошел весь в папу. Есть уже лауреатские места уже тоже. То есть уже чего-то добился, да? Да, уже собирается в Москву. Да. Потихоньку. А младший у нас начал петь. 4 года уже. Ну, Да. как-то что-то странно, да. Что-то странно, родители пишут. Нет, раньше, нет. Раньше он стеснительным был, а в последнее время вот, на концерты, когда с собой берем детей, Он же постоянно подпевает. уже все. Не только подпевает, Танцует. поет, Он все Да. песни знает. Всегда выбирает песни даже, Да. что будет петь. он наш первый слушатель, слушает, если ему нравится, всегда песня становится Хитом. хитом. Думаешь, все готово? Ага, давай. Лук уже готов? Да. Давай я переложу, сейчас мы его обжарим сначала лук. Так, перчик, что еще, какие овощи еще используем? Так, баклажан, кабачки. Давай, жарим. Помидор. Так, помидор это В конце тоже потом. в конце, да. Потом давай сильно смететься. Так, Будешь? Азат. Все, окей. Алсо, в прошлой программе ты рассказывала, что ты пишешь песни еще и для других исполнителей. Да. Не только для вашей пары. Для кого ты написала за это время новые хиты? Я в свое время очень много писала. А сейчас у нас времени вообще нет. Для этого же надо Ильхам. Ильхам не приходит? Илхам не приходит, приходит двое Только детей, муж с работы. Просто не успеваем, Руслан. Много концертов, гастроли. Раньше не так было. То есть сейчас Много в городах. гораздо больше стало. Да, да. Вот, скоро будет в Казани. Приглашаем То есть всех. большой сольный концерт Да. Фазлыевых. Это как... Лозанда. Да, да. Мы были в разных областях. В Оренбургской области, Башкирии, в Ижевске были. Вот уже в финале в Казани будет Алла Берса. Так что, келегіз дуслар. Владислав. Приходите, слушайте, аплодируйте. Всё Надеюсь, живое. сегодня в конце программы я буду аплодировать Алсу Азат вам за вкусный обед. Алла Берса. Что у нас дальше пока по плану? Так. Кабачки порезали, так баклажаны, Вот это перец. все сюда. Все, я добавляю уже? Так. Лучок, Да, смотрите, да, красивый. да, уже все. Уже можно, да? Ребят, скажите, пожалуйста, вот в новой программе вашей, в новом концерте, что интересного ждет ваших поклонников? У нас программа юморная. Сейчас он говорит, юмористик Тамаша. Будут, как сказать, новые песни тоже. Вот у нас по радио идет новая песня. А пока в интернете ничего нету, все спрашивают. Как Будем называется исполнять в Казани первый раз. Ну, а может, мы все-таки здесь премьеру на нашей кухне сделаем, не против, Алсу? Не знаю. Давай Как называется песня «А я красиво объявлю»? Тангына. Таңы, 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 таңына, нұрланып аттарына. Истен шықмай, жанға якын ярығына. Вот. Вот такой маленький кусочек очень популярной песни, уверен, в будущем все это будет на концерте. Знаешь как, Руслан, мы немножко поменяли формат. У нас раньше были песни одинакового типа, а в последнее время мы начали уже, поменяли аранжировки, разные другие направления, и восточные делаем тоже. Ищем что-то, ведь, какую-то знаешь, новость. в чем это же опыт, понимаешь? Вот мы 4 года не виделись, да? А вы уже другой дуэт, и уже такой интересный, насыщенный. Алла Берса, через 5 лет увидимся, понимаешь, уже заслуженный, может, будет постоянно. Так что удачи. Ага, все. Тоже добавляем, давай. Так, давай нелер приправлар. То есть добавляем приправы. Что добавляем? Давай. Улар хорпа. Ага. Ну, что Руслан Эшли.
Ну ладно, ну достаточно. Так, для приправы тебе. Какие виды приправ? Так, вот здесь соль у нас. Ух ты. Туз. Здесь вот есть у нас несколько приправ различных, что можно добавить. Улен. Давай солить. Так. Какие-то новые блюда, вот кроме того, что мы готовим, в вашей семье появились? Да, конечно. Расскажите, похвали. Вот Азат вообще готовит, кстати, вот, напомни-ка нам. Или как не готовил, так и не готовит. Нет, он готовит. Вот, это приятно. Он очень любит готовить и очень хорошо готовит. Вот это сейчас для каждого мужчины, это же золотые слова. Азат, Дустам, расскажи, что ты готовишь в семье? Ну, Какие новые блюда появились у вас? я люблю готовить необычно, вот знаешь, как для меня там не беру там с интернета вот это все Ага. меню. Я сам что там найду или в Фантазируешь магазине. уже? Да, Ага. сам все делаю. Люблю рыбу готовить, полностью вот большую рыбу взять, То есть запекать целиком? запекать, да, целиком. Дети у нас вообще любят это все кушать. Салаты иногда разные. Придумывает свои Еще авторские. что-нибудь? Придумывают авторские салаты? Ну да. Сансала, Мужчина сансала. мечты, понимаешь? Нет, у Алсу, нас у же тебя? все как, что есть дома, все туда. Ну да, так и делают, да. Чтобы говорит, Поэтому сделать салат, надо открыть зато холодильник, вкуснее. посмотреть, что в холодильнике. Ну а сейчас Алсу похвалится своими кулинарными изысками. Что ты вот у тебя, что, какой-то рецепт, может, вот, фирменный появился? Я обычно, когда я бываю дома, люблю готовить бишбармак, шпишмак, бэлиш. Я люблю готовить. Просто, знаешь, я заказываю. Да? Классический. Я представляю в вашей семье, ты только хочешь приготовить балеш, открываешь духовку, а там уже рыба от Азата. Вот это идеальная семья. Молодцы, молодцы. Добавляем чеснок сейчас. Опа. Я- Чесночка как много, да? Да, много не бывает. Все нормально. Да, Так, перемешали. И пусть тушится. тушится. Закрываем крышечкой. Опа. Пока тушится, мы будем готовить соус. К нашему блюду. Да. Для этого нам надо сливочное масло, сливки Сливки и и мука. чуть-чуть муки. Пожалуйста, начинайте. Да. Рассказывайте. Нам нужен сковородка. А, сковородочка еще нужна? Алсу, есть у меня замечательный сотейник, подойдет? Я думаю, как раз для соуса будет самое то. Так, включаем. Дальше. Так, масло. Маслица. Дальше мы с тобой будем смотреть просто. Да, ну, вообще у каждого блюда, мне кажется, где используется соус, это главный секрет. Да, ставлю. Что дальше? Так, допускай. Пойдем чуть-чуть. Растопится немножечко. Добавляем сливки. Стакан сливок. Давай. Со сливками. Красота. Со сливками все вкусно, говорит Азат. Да, И чуть-чуть муки. да, чуть-чуть. Одну ложку хватит, я думаю. Чтобы не густой был. Руслан, надо мешать хорошенько. Интенсивно. Да, интенсивно. И я сейчас добавлю соль чуть-чуть, Так, пожалуйста, соль в этот соус наш. чтобы все было вкусно. Итак, мы сейчас доготовим наш соус и продолжим. Мы тушили овощи. Соус у нас Готово. готов. То есть овощи у нас тоже готовы. Да. Берем Берем лаваш или кузикмак. кузикмак, жаевес, саламыз. То есть на дно сковородочки добавить, кстати, немножко маслица. Большой. Сейчас вот мы его... Так же? Кстати, это можно делать и с мясом, и без мяса. Вот То есть кому как нравится. кому как нравится. На основание сковороды. Так, лаваш. Дальше. Первый слой. Ваш? А, еще и второй слой. Да, вот так, чтобы. Понадежней. Ага. Дальше. И овощи сюда. Сейчас мы будем перекладывать овощи. Ага. Давай Так, я сама. так, прошу. Тебе можно задать задание? Задание? Да. Слушаю вас, Алсу. Так, соус возьми. Будешь помогать. Ага. Вот это. Съесть помидорку. Нет, порезать надо. Кружочками? Да. Так, сейчас сделаем. Сколько готовится, кстати, вот это блюдо в духовке? Вот Алсу? это уже почти готово. Мы сейчас... 15 минут. Ага, где-то очень мало. 15 минут, да. Он уже готов? Заливаем соусом полностью. Давай, да. Оригинально. Блюдо у нас, кстати, очень красивым получается. Азат, а ты вот, Алсу, кстати, красивые слова часто говоришь? Ты же все-таки джентльмен. Алсу, как? Бывает. Алсу? Ну-ка. Ну, не часто я говорю. Не часто? Да, но он, я думаю, меня любит Без слов? без слов.
без слов, да, А как правильно. это можно быть без слов? Ну-ка, покажите-ка. У нас даже есть песня на эту тему. Яратам сізгіне. Я люблю тебя без слов. О, Послушай. Почти, да. Яратамын, яратамын, яратам сезгене. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи син сезменә. Яратамын, яратамын, яратам сезгене. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи син сезменә. Но мы же не такие, любим без слов. Но Афат Масан, я рад моему. Что у нас дальше сейчас? Так, всё. Помидорки. Давай помидорки. Так, вот уже Моторлау. почти. Ага. Так, крышечку из помидор. Вот тут Давай я помогу. посередине. Ага. Красиво. Закрываем. Закрываем. Все так. Сыр же у нас остался. Будем добавлять позже. Да. До приготовления Минуту за 2. минуту за 2, правильно. Вот так сделаем. Шулай. Интересно, Шулай. Так. Так, отправляйте, открывай духовочку назад. А сейчас у нас рекламная пауза на канале ТНВ, после которой мы обязательно продолжим готовить еще одно вкусное блюдо. Оставайтесь с нами. Овощной гарнир в тесте. Репчатый лук, болгарский перец, кабачок и баклажан нарезали кубиками и обжарили на растительном масле. Когда овощи зарумянились, накрыли крышкой и оставили тушиться. Тем временем сделали соус. В сотейнике растопили сливочное масло и влили сливки. Довели до кипения и, постоянно помешивая, добавили муку. Посолили и уварили соус до загустения. На дно формы для запекания, смазанной растительным маслом, выложили тонкую лепешку теста. Добавили тушеные овощи, залили соусом, выложили нарезанные кружочками помидоры и, прикрыв тестом, отправили в духовку минут на 15. За 5 минут до готовности присыпали овощи тертым сыром. Вы вновь смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас замечательная семья Фазлыевых, Алсу и Азат. Готовим мы оригинальное блюдо, которое у нас уже в духовке. Название, я думаю, мы ему от себя дадим попозже. Сейчас мы начинаем готовить второе блюдо. Здесь у нас главный ингредиент – это фарш. Мы будем смешивать. Это говядина и баранина. Чтобы было вкусно, сочно. А вам, Ребята, ребята, Я думаю, у нас лук будет. я могу, хорошо. Но если используется фарш, конечно же, обязательно нужен для сочности лук. За 4 года Алсу и Азат стали, естественно, намного популярнее, стало больше у вас поклонников, и все это привело к тому, что в очередной раз вы лауреаты многочисленных конкурсов, Алтын Барс премия, да, Болгар родился, Мили премиясын, да, лауреат Булдарс. Вот по поводу последней премии, вы вышли петь песню в валенках, об этом вот уже весь город говорит. И как сейчас принято говорить у молодежи, в чем фишка? Кто придумал? Вот почему вы вышли в валенках? есть история этих валенков. В моем районе, я из Балтийского района, есть такая деревня Байлар Сардыганы. Это очень маленькая деревня. Там все занимаются... Изготовлением валенок? Да, правильно сказал. Деревня находится рядом с В Кукмаром. Мужском районе. Да, и не знаю, кто у кого украл. И там... Ну, то есть вот в своей деревне издавна делают валенки? Да, мы поем про их деревню. То есть про родной край. Да, и они нам подарили эти валенки. Вот в чем секрет, а многие ведь не знают. Да. А можете эту песню сейчас исполнить? Да. Байлар сәрдігенім, бұлынарда гүлләрің, жанға шипа дауа берен, үрзиде шешімәләрің. Байлар сәрдігенім, сенде яшілігі сүләрің, бала шақны сұқмақлары, әр кімні ғазизіләрің. У меня фарш готов. Ага, чуть-чуть мы, соли кстати, не надо, посолили да, еще. да, да, посолить надо. Добавляем соль. И сейчас добавляем лук. Да. Что делаем дальше? Мы помешаем, добавим яйцо и будет готово. Так, одно яйцо Да, добавляем. да, да. Давай. Молодец какой. Опыт. Ага. Так, Сразу можно видно. специи немножко, да, добавить еще? Еще чуть-чуть добавлю. Вот, рахмат. И все перемешиваем. Да, все. Сейчас мы берем фарш и эти яйца заворачиваем в фарш. Так, давай попробуем. Азат, возьми, пожалуйста, досочку. Сейчас с помощью пленки мы попробуем это Да. сделать. Вы куриные яйца будете заворачивать, а я
Перепелиные. Так, попробуем. Азат, повторяй за мной. Я- Раскладываем фарш. И с помощью пленочки. Азат, Волшебный план. следи. Понял, Никаш? Ныкаешь. То есть получится должна такая большая котлетка. Да. Расскажите, пожалуйста, вот вы же гастролируете очень много, часто. Ага. Что-то интересного происходило? Как в Казахстане, я знаю, вы были. Как туда попали? Ну, мы там уже не первый год в Казахстане. Уже четвертый, по-моему, да? Четвертый раз были. Там очень хорошо встречает Ты посмотри, кстати, заодно, чтобы получилось. народ. Лаберса еще надо съездить. Лаберса. Нас зовут. Да, зовут каждый год. То есть Казахстан для вас уже как родной. Это Казахстан для нас бишбармак. Как говорится, там у них специально вот там, как саутлар, специальные такие. Посуда такая? Посуда специально такая. Они по-другому готовят. Нормально же, да? Отлично, отлично. Такое ощущение, что ты всю жизнь готовил это блюдо. А чем еще угощали? Может, в других регионах? Ну вот в Оренбурге вы были, там же есть знаменитые соленые арбузы, ну что вы. А мы летом были, да. Да. В Летом были. Оренбурге Да. можно всегда попробовать вкусный соленый арбуз. Причем Да. он реально вкусный. Руслан, у нас все готово. Сейчас мы зальем томатным соком. А вот это интересный подход, то есть без добавления масла, да? Аппетитненько, я вам скажу, дорогие гости. Все у нас готово для того, чтобы отправить это блюдо на 40 минут в духовочку при температуре 200 градусов. Прошу. Бисмилля итеп. Ну а для вас, уважаемые телезрители, через мгновение будет накрыт красивый стол от семьи Фазлыевых. Мясные шарики с начинкой. В миску выложили 2 вида фарша. Мелко нарезанный репчатый лук, яйцо, соль, специи и все тщательно перемешали. При помощи пленки обернули мясным фаршем отваренные вкрутую яйца. Полученные шарики выложили на смазанную растительным маслом сковороду, залили томатным соком и отправили запекаться в духовку на 40 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube, на который Алсу и Азат уже подписались. Рахмет. А мы пробуем 2 блюда. Мы их совместили на общей тарелке. Наш лайматурите. Здесь у нас и тот самый овощной гарнир. Мы его так назовем. И, конечно же, в разрезе красивое мясное блюдо. И все мы это назовем Искиткиш. по-русски фантазии. Да. Фантазия Азат и Алсу у нас получилась. Ага, Берем вилочки сейчас. Пробуем все вместе. Итак, бисмилля рахман рахим. Сначала, если типа эту овощную вашу запеканочку попробую. М. Вот что значит опыт. Ярыма, давай. Очень вкусно. Давай. Запеканка настолько сочная получилась. Конечно же, вот соус делает эту запеканку действительно сочной. Очень вкусно. Молодцы. А блюдо из мяса, Азат, что скажешь? Интересно смотреть даже. Просто визуально уже вкусно, да? Сначала хочешь С смотреть? мясом. Можно с уверенностью сказать, что мы сегодня втроем приготовили на 5 баллов. Вот так вот. Дорогие Алсу, Азат, Сизгабик, Зурахмет, что пришли на нашу программу, что приготовили действительно вкусные блюда. Желаю вам творческого вдохновения, больших красивых концертов. Ну и, Алла Берса, обязательно увидимся. Лаберса. И по традиции, финальная красивая песня. Күгәршенем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйләр үзәккәем. Күгәршенем гөлкәем, гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйләр үзәккәем. Алсу Азат в программе «Секретный татарской кухни». Добрый Гуслар, смотрите нас на канале ТНВ. Пока-пока. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба.